То есть этот образ становится некой частью меня внутри. Да. И потом из этого образа я начинаю жить, действовать, выбирать, принимать решения. Мне было очень интересно, где эта точка ценности, которая для них становится эстетикой, и они готовы за это платить деньги. Это просто революционные предметы, которые не обсуждаются. Это же красиво. Но Ну то, да, что мы это- любили наряжаться, Почему любили, да? до сих пор любим, очень сильно любим. Все мы дети одной земли. Земля дышит, мы как-то на ней существуем. Мы все братья и сестры. Бұның жақсы, күшті, андай керемет, қазақтың мәдениеті сондай, бұндай дегенді ұнатамын. Бірақ кәдімгі физикалық предмет керек. Человек, который владеет двумя и более языками, он умеет смотреть на мир с разных сторон. Сәлеметсіз, Лаура. Бүгін қонағымыз ол суретші, мүсінші, ол заманауи дизайнер, ол да номад амбассадор. Күн үлкен қалай? Николай мырза армысыз? Шақырғаныңызға рахмет. Бәрі керемет. Бірінші подкастта отырмын, сол үшін кішкене толықтып отырмын. Бірақ рахмет, бәрі жақсы, керемет. Айтатын сөз көп. Керемет. Представься, пожалуйста, я немного про тебя сказал. Расскажи, чем ты занимаешься, что тебе интересно, в какой сфере ты работаешь, двигаешься, чем интересуешься. Меня зовут Досыбаева Лаура Байгель. Отца моего зовут Байгель, я Лаура Байгеловна. Я дизайнер интерьера. Училась я в Астане и в Милане. Магистратуру закончила. И вся моя деятельность, она связана с дизайном. Непосредственно с дизайном интерьера, но как хобби у меня есть и живопись, и скульптура, ну и другие продукты. Как-то так. Прекрасно. Я хочу поговорить с тобой как с человеком, который включен в историю Казахстана, в историю жизни кочевых народов, в то, какие ценности были, да, то есть, насколько я правильно понимаю, ты в своем творчестве пытаешься объединять какие-то элементы, характерные для кочевых народов, какие-то ценности, которые были тогда актуальны, и придаешь им современный вид, современную интерпретацию. Как ты думаешь, как ты вообще видишь мышление кочевников, способ мышления кочевников? Кто вообще кочевник для тебя? Я хочу рассказать предысторию, когда я была первый раз в Китае. Давно, лет 15 назад. И тогда я увидела группу китайцев, которые стали вокруг камней у витрины, и они хотели покупать. Там были большие ценники достаточно на простые камни, на них были какие-то изображения, которые сделала природа, и для них это было важно. И я думала про себя, как про кочевника, все равно мои предки кочевники, буквально меньше 100 лет, как мы начали жить оседлой жизнью, да. И мне было очень интересно, где эта точка ценности, которая для них становится эстетикой, и они готовы за это платить деньги. Просто мне показалось, что казахи бы на это даже не взглянули. Просто наш ценностный ряд, он отличается. Мы видим то ли циклами, то ли стихиями. Я сама этот момент изучаю. Я не могу сейчас уверенно сказать, чем мы конкретно отличаемся. Но такие факторы очень сильно на меня повлияли. И я всегда была заинтересована в истории. Со школьного периода, когда я ходила в музыкальную школу по Домбре, участвовала во всяких оркестрах детских. Я очень вовлечена в эту культуру. У меня родители филологи. Но изучать это сам алгоритм ценностей мне стало намного интереснее через дизайн. Я поняла, что это такой определенный инструмент, на который я могу смотреть, через который я могу смотреть в культуру номадов, в культуру кочевников Великой Степи. Это гигантский пласт, о котором не так много информации, к сожалению. А что ты бы, если так знаешь, понятно, что это очень объемная тема, но тем не менее,
можно как-то обозначить какие-то столпы или ядерные ценности, если так можно сказать, да, вот ключевые вещи, которыми жили в твоем понимании кочевники, да, из чего собиралось их мировосприятие, мироощущение. То есть какие-то вот базовые такие фундаментальные кирпичики, из которых это складывалось. У меня собирается такая конструкция, она немножко, может быть, негативно звучать, но в современном мире культура оценивается по письменным источникам, по архитектуре. Ну, та же Италия, например, которая как бы выросла из Римской империи. И такие моменты тебе как будто нечего ставить на стол, чтобы тебя сравнили. Но само понимание культуры – это не в самом лайфстайле, как говорится. Вернее, наоборот, в самом в том, как люди живут. Не только то, что построено. Или мне интересно смотреть, почему им интересно было именно кочевать. То есть как нативное развитие, да, вот естественный образ жизни, из которого уже потом Да, они же, вырастало. получается, все сначала были собирателями, и они все распространялись по земле, по суше, да, все человечество. Вообще, первый момент я бы хотела сказать, что все мы люди, мы все братья и сестры. И для меня каждая культура – это вот как грань бриллианта. Чем больше мы ее распознаем, тем ярче сверкает человечество. Наша граница, она стертая. Ее нужно отполировать, вычистить. В этом есть, как бы, наверное, мой такой исследовательский интерес. Я бы хотела, чтобы наша культура также сверкала, вот чтобы она была просто заметная и значимая. Потому что, когда я делала свои курсовые работы в университете в Милане, когда я им показывала золото скифов вот, VI века до нашей эры, они не верили, они говорили, это не может быть VI веком до нашей эры. Потому что для них есть только Рим, Римская империя, Древняя Греция. Окей, они могут признать Персию, но скифы, о чем вы? Это варвары, кочевники? Нет, этого не может быть. Самое интересное, что как бы в большом страхе держали все эти империи, да? Интересный фактор, так не бывает. В мире всегда есть инь-янь. И мы немножко всегда как бы в черной стороне оказывались, если смотреть на все как в понимании оседлой культуры. То есть с позиции ценности оседлой культуры кочевник это немножко такой какой-то не Уничтожитель, совсем, варвар, мгм, завоеватель, но который ничего не строит. который не может созидать и Да, который да, только вот приходит, грабит, что-то забирает и там утверждает свою власть. да, именно так. И Зира Наурузбай говорила тоже этот момент. Я помню, что и с детства у меня эта картинка рисовалась, когда ты смотришь мультфильм, и антигерои все похожи на твоих братьев и сестер, на всех казахов, что вот Тугарин Змей, там в Мулан. И ты думаешь, ну, как бы я хороший человек. Каждый человек, который, ну, каждый ребенок, который растет, он очень сильно хочет быть хорошим. Ему никак не хочется быть плохим. Когда он видит картинку себя же или его своих же родных в такой негативной картинке, и у него непонятное ощущение. Непонятное ощущение самого себя, да, какой я как Да, да, личность. именно, именно. И эти моменты тоже, это такая... Хочется баланса и хочется знать информации побольше, изучать поглубже. Как-то так. Вот то, что ты сказала как раз по поводу мультиков, мне кажется, это важная с психологической точки зрения вещь, потому что человек, когда смотрит, да, на какие-то примеры, да, для себя, поведения, да, или какие-то ценностные ориентиры, он же себя автоматом как бы соединяет, да, в этот образ. Обязательно, То есть этот образ обязательно. становится некой частью меня внутри. Да. И потом из этого образа я начинаю жить, действовать, выбирать, принимать решения. И мне кажется, здесь есть какой-то момент такого негативного импринтинга, если так можно психологическим языком говорить, да, в плане, что образ есть, а ему придается некий такой негативный смысл, да, как бы коннотация. Ну вот, как ты сказал, да, там Тугарин змей, все время какие-то враги,
и как бы ребенок думает, а с кем мне себя И я хочу быть идентифицировать? хорошим главным героем, да, и не получается как бы, да. И Мгм. получается, что в культурном поле нету как будто бы достаточно контента, который иллюстрировал бы это с позитивной точки зрения, да, когда ты можешь идентифицироваться с положительным героем. Именно вот для казахов, для тюркских народов. Сейчас, конечно, очень сильно меняется мир, тенденции другие. И я даже очень сильно радуюсь, что кей-поп, например, становится знаменитым. Вся Европа восхищается азиатской красотой. Даже в моем детстве такого никогда не было. Это очень интересно. Мне вообще нравится то, что сейчас происходит. Это не потому, что в мире всегда все циклично. Просто я родилась именно в такой период. Это интересно. Для меня есть ключи, куда можно копать, где можно исследовать, смотреть и изучать. Как-то так. А слушай, вот у меня к тебе такой вопрос. Мы сейчас так чуть-чуть в общем, да, говорили про кочевников в целом в мире. А есть для тебя понимание вот внутри себя? Ты как это ощущаешь? Вот что такое кочевник для тебя? Вот есть ли это как, не знаю, часть личности, какое-то самоощущение или какой-то, не знаю, угол зрения на мир? Вот именно для тебя, лично для тебя. У меня все равно есть деформация, да, я думаю, как у всех нас, взрослых людей, кто чуть-чуть работает в своей сфере. И, как сказать, я дизайнер интерьера почти 20 лет, 19 лет. И я люблю смотреть на мир утилитарно, вот как оно пользуется. В мире то, что не утилитарно, оно никогда не будет выживать. Это закон природы. И когда ты смотришь с точки зрения утилитарности, использования вообще, насколько это функционально, я начинаю восхищаться всем, что сделали кочевники. Это просто э, революционные предметы, которые не обсуждаются. Как бутайская культура одомашнивания лошади. Вот у нас буквально рядом Мгм. в Акмольской области находится, да. Это сколько там? 3,5–4 тысячи лет до нашей эры одомашнивания лошади. Придумали стремена. Соответственно, нужно одеваться, чтобы верхом ездить комфортно. Передумываются брюки. Ну, сейчас нашли их только в Китае, да. На территории нынешнего Китая. Раньше это тоже относилось к той степи. К тому, что все вещи, даже сапоги на каблуках, чтобы хорошо держаться в седле и в стременах. Насколько я знаю, что придумывание стремян очень сильно изменило ход военных операций, потому Да. что там человек мог подниматься и там копьем или каким-то мечом, да, наносить удар, то, чего И было удерживаться, невозможно, да, на удерживаться, да. седле, да, конечно. Это Мгм. были революционные предметы того периода. Мгм. И если смотреть, например, даже на золото саков, когда ты смотришь как художник на стилизацию того периода, это восхищает. У нас даже сейчас не могут делать настолько красивые ювелирные украшения с такой стилизацией именно. Стилизация – это вот как бы прием Мгм. художественный, когда ты берешь один предмет и стилизуешь его, изменяя форму, ну, чтобы он был читаемый, функциональный, ну, вот, визуально читаемый. И когда ты смотришь на эти вещи, это, не знаю, я до сих пор восхищаюсь. Мы просто пока копируем, и то хорошо. Хорошо, что мы это не забываем и хоть копируем, это классно. Но я думаю, что даже сама стилизация – это же алгоритм мысли человека, что для него становится важнее. Потому что там очень хорошо выделены детали, как рога, вот, чтобы животное очень хорошо читалось. Мгм. Что это Детально за животное, да, проработано, да. именно. И вот этот звериный стиль, настолько он тонкий, ювелирный. Я бы хотела, вот это, наверное, как такие мечты художника, да? Я бы хотела взять вот эту вот формулу, как вот в физике есть формулы, да, вот в химии есть определенные формулы. Вот я бы хотела взять вот этот алгоритм формул эстетики и перенести просто на нынешний предмет, и что из этого выйдет. Мгм. Как бы осовременивание, да. Да-да-да-да-да, именно только вот по этому алгоритму.
Вот этот процесс меня больше всего интересует, поэтому я и в дизайне пытаюсь это делать. Мгм. Насколько есть какое-то приближение к пониманию этой формулы, нащупывания? Или это пока еще такой процесс открытий, который, что называется, в процессе? Я как-то говорила, я делала скульптуру май, то, что она называется в северных народах Евразии, там, трехрогая. И я сделала эту скульптуру вот прям с 3 бараньими рогами. И я помню, я сидела, лепила, я как-то ни о чем не думала, вот мне просто идет и идет. Потом до меня доходит, что а, как дьявола показывают именно с рогами. И мне так стало интересно весь этот момент, почему рогатое животное должно быть дьяволом, демоном, ну, черт, ну, понятно, да? Вот если у Мгм. него есть рога, это что-то точно нехорошее. А если в природе посмотреть, кто с рогами самый опасный? Да никого нет. Рогатые животные абсолютно Рогатых хищников не нету, да? бывает, да, это интересно. И где была вот эта вот смена понятий в человечестве? Это же все сам человек делает. Мгм. Кому-то что-то не нравится, он начинает думать, что это плохо. Это нормальный процесс. Наверное, из этого ключа мне просто хочется понимать, э, как мы можем внедрить вот эту вот роскошь стилизации, как и в дизайне они умели все четко упаковывать, вот эта компактность, Точность, какая-то ценность, да, лаконичность. да. Вот человек, который идет в горы, начнет понимать, как нужно правильно упаковывать рюкзак, да, чтобы вот тащить. Тысячелетиями в степи жили именно так. У тебя были только те предметы, которые были очень нужны, и они все должны были выполнять много функций. Это не только сосуд, он еще должен быть для приготовления сосуд, как торсах, да. Мгм. Это же так интересно. Или сама юрта, она и аэродинамически роскошно придуманный предмет. Я до сих пор не видела самую красивую стилизацию современную, потому что она великолепна именно в стилизации, функциональности, в том, что можно какую-то деталь убрать, собрать, к ремонту легко переносить. Какие-то такие Такой моменты. динамичный образ жизни, да, в котором есть только то, что нужно, минимально лишнего, да, то есть по минимуму каких-то лишних предметов, которые, ну, условно, роскошь или, ну, про роскошь еще можно поговорить, да, с точки зрения, да, там и одежды, с точки зрения украшения, я думаю, там тоже определенный этот момент был. Я думаю, мне вот еще самому интересен такой вопрос, вот если посмотреть на кочевников, которые вот ты описываешь, да, юрты, разные вот эти предметы быта, которые очень функциональны и многофункциональны, я думаю, это еще связано с определенным отношением к природе, потому что на... вот мне самому даже интересно, как кочевники мыслили, относились к природе, ведь это же э, ты находишься в очень такой суровой среде, с одной стороны, с другой стороны, среде, в которой, как можно говорить, да, пространство возможностей, да, то есть ты можешь находить ресурс, можешь его там как-то использовать. Вот как бы ты описала отношение кочевников с природой? Это что? Это какое оно? Да, к сожалению, я родилась в городе, да, я пила пастеризованное молоко. И сказать, что это вот где-то вот есть точно, как это было, я не знаю. Ну, Но твое само видение, ощущение, да. да, само Мгм. ощущение, конечно, оно где-то есть в подсознании. Я думаю, что, ну, вот если смотреть на то, как описываются времена года, у нас не было четкого, у нас было не линейное время, а цикличное время, потому что никто не фиксировал год конкретно, там, как бы по восточному календарю, да, там, год дракона, год змеи, эти моменты фиксировались. Да и то этого не так сильно было и много, наверное. Только в летописях где-то есть. А насколько люди этим жили, я не знаю. То есть Мне еще это... хочется именно вот такую простую бытовую жизнь того периода людей изучать. Я бы хотела это. Потому что информации есть только о правителях, о
боях каких-то, войнах. А вот как жил простой человек? Вот семьянин там, сколько у него было детей, чем он пользовался. Это, конечно, дико интересно для меня. Я не знаю, как это можно будет узнать, но Ну да, какие-то источники, исследования, не знаю, рукописи-то вряд ли там большое количество можно будет найти. Не хотя знаю, кто знает. кто знает, да. Например, Геракл, когда открывали, вот в 18 веке, да, получается, или ладно, я могу ошибаться, когда был бум вообще греческой, вот этого классицизма. Мгм. До этого информации-то не так много было. Все, что переходило, это были арабские источники, откуда появилась как бы Ренессанс. После Ренессанса они начали изучать историю, потому что там население очень плотно живет. Они строят дома, и они раскапывают. Ну, теперь представьте территорию Казахстана и наше население. Вот сколько нам нужно будет количество людей, чтобы вот заселяли и чтобы просто элементарно копали. Нам нужен какой-то сканер, легче придумать. И если мы будем вот прям просканируем всю нашу территорию, По мы слоям. поймем, что мы знаем только 2% из того, что у нас сейчас есть. Я могу быть железобетонно в этом уверена. О строительной моей терминологии, простите. Железобетонно прекрасно. А я думаю, еще вот помимо отношения с природой, это же вот то, что ты говоришь, цикличность времени, да, это определенно другая философия отношения ко времени, Да, да, то именно. есть время, которое, как вот, да, есть время пространства физики, да, пространство-время, так и вот здесь как будто бы трудно отделить пространство от времени Согласна, вот для кочевников, потому что согласна. ты живешь в этом континууме, да, и как бы ты не можешь игнорировать законы природы, ты с ними должен как-то состыковываться и при этом ну, двигаться к тем целям, которые у тебя есть, да, там, не знаю, разведение скота, да, там какая-то кочевая жизнь, да, там, где больше, ну, пасти скот, да, условно передвигаться, да, менять стоянку. То есть это должно быть какой-то механизм синхронизации, да, или С природой с я природой, или согласна, да. чувствование природы, или понимание, умение предсказывать это, видеть, анализировать, да, вот динамику природных явлений. У меня как такового вопроса не было. У меня было такое размышление по поводу того, как кочевник относился ко времени. Ну, вопроса не было, но сейчас он возникает на живую, что называется. Как человек того периода синхронизировал себя с пониманием, с ощущением времени, с ощущением цикличности природных явлений. То есть благодаря каким инструментам, способам анализировал все это. Ну, источников много. То, что считается, у степняков было очень хорошее зрение. И что они знали очень много звезд. И по звездам определяли многие моменты. Что в какой-то степени это такие астрологические элементы. И понимание самой природы, куда движется дикая жизнь, когда должен быть окот вот элементарно сайгачат. Да, Это когда так похолодание, да? красиво, это так красиво, само явление этого понимания, когда ты живешь полностью в целом этом пространстве. Это, мне кажется иногда, что даже не строили таких больших городов, это, ну, может быть, даже и какое-то уважение к природе. Я, конечно, могу ошибаться, но понятие обал, что когда почти не оставляют мусора никакого за собой. Безотходная такая Безотходное жизнь, по сути, производство да. полностью. Все безотходное производство. И это восхищает. Мы сейчас, как бы новое человечество, пытается к этому стремиться. Все идут такое Раздельная сортировка неокочевничество. мусоров, да, или... Да, да, сортировка мусора. Стараются думать, что вы выбрасываете или нет. Да? А раньше этого и не было. Как будто наши предки уже изначально жили в этом ритме. И я сама это очень хочу больше понять. Мгм. Как ты думаешь, вот мы про там, одежду, украшения, роскошь немножко затронули этот момент. Это же не то, чтобы прямо остро функционально необходимо для выживания, да, то есть моменты
украшения себя, моменты демонстрации своего статуса. То есть, условно, да, там человек может без этого прожить. Там другое дело, насколько он будет доволен этой жизнью, это еще вопрос. Но как ты считаешь, есть ли какая-то разница между тем, как ты это видишь, ну вот в примерах того, что находили во времена кочевников, и тем, как это есть сейчас? Или человек вообще не поменялся, и просто вот у него есть тяга к такому украшательству себя, да, там, ну просто красивому образу. Здесь нельзя исключать, что одежда... Раньше не было документов, паспортов, банковских счетов, там, роликсов. И всегда люди показывали на себе статус. Это было атрибутик, это было обязательно. И это не только в степи, это везде было, я думаю. И одежда это функциональная и как бы показывает твой чин. Там много функций, это не только за красоту. Я понял. То есть это как язык, да, которым Конечно, ты уже человеку общаешься сообщаешь. человеку, да. Мгм. Просто у нас и климат другой. Да, в Древней Греции, там в Средиземноморье все могли ходить в тогах, простынки, и им не нужно было даже придумывать эти брюки. А в наших суровых условиях нужно думать. Если бы они ходили, например, условно даже, если мы подумаем, вот они одомашнили лошадь. И когда ты скачешь, ветер по-другому, это же другие скорости. Соответственно, в меховой одежде не так сильно комфортно, и она все равно будет открываться. Значит, нужно шить, значит, нужно кроить. Наверное, были сначала как бы юбки такие подлиннее. Потом они поняли, что это не функционально, надо придумать что-то другое. Формируется сам образ брюк. Я думаю, что, может быть, даже и ткани ткались именно для того, чтобы это было легче носить, потому что мех, он тяжелый. Мгм. А без одежды тоже холодно, я Ну, когда думаю, минус 40, предполагаю. да. Да, и И- это интересные моменты именно смотреть из этой стороны. Всегда есть последовательность. Никогда в мире ничего не придумывается просто так. И оно не приживается просто так для красоты. Мгм. По поводу украшений. Я не так хорошо много знаю эту информацию, что конкретно это обозначало, но то, что было золота много, и вот, по-моему, нигде в мире нет такого, чтобы с головы до ног человек был в золоте, а у нас таких 7 товарищей нашли. Это же красиво. Но Ну то, что да, мы это... любили наряжаться, Почему любили, да? до сих пор любим, очень сильно любим, да, наряжаться, да. Да, Это просто, видимо, отпечаталось в генах, да, обязательно. и это не может быть исключено, это должно процветать, цвести и находить реализацию. Да, я думаю, так. Интересно. А как ты считаешь, вот, ну, сегодня же, да, вот много таких разных ценностных рядов соприкасаются на территории Казахстана, в культуре людей, да, там есть традиционные ценности, есть какие-то вот кочевые моменты, которые, ну, почему-то до сих пор, ну, люди как привычки, да, вот остались у людей. При этом есть еще тенденция на цифровизацию, да, какие-то современные тренды. И это все, оно вот так вот как-то сплетается, сочетается. Как ты считаешь, это происходит как, не знаю, каждому свое место находится, или из этого возникает что-то новое, рождается какой-то условно современный кочевник? По-моему, он уже давно родился. Как ты это видишь? Вот что такое современный кочевник? Я думаю, лучше сопоставить по ценности, например, человек, который никогда никуда не путешествовал, в сравнении с человеком, который очень много путешествует. Это колоссальная разница мировосприятия. И когда я думаю о том, что все мои предки жили в таком режиме, когда они много видели, много путешествовали, у них сознание работает по-другому. Это не обязательно знать много языков, но сам механизм мысли работает по-другому. Мыслительный Насмотренность, да? процесс, да, мыслительный процесс. Ты начинаешь видеть другие культуры совсем по-другому. Тебе не хочется навязывать своего.
Мне кажется, что самое красивое качество, которое вообще, наверное, было в степи. И в истории Казахстана это очень хорошо подчеркивается, как другие народы сюда переселялись не по своей воле, скажем так. Мгм. Я думаю, вот эти моменты, они у нас давно есть. А сказать, как это формируется сейчас, все равно, как я до этого сказала, все мы дети одной земли. Земля дышит, мы как-то на ней существуем, мы все братья и сестры. И то, что меняется где-то там, в другой точке планеты, если она функциональна, она моментально во время интернета сейчас мы все связаны. Переходит ко всем. Я думаю, у нас у всех идут изменения очень колоссальные. К чему это приведет? Я не Кризис. знаю. Мне это хочется увидеть. Но мне все нравится, то, что сейчас происходит. Все тенденции, все развитие. В мире все роскошно сбалансировано. И я очень сильно радуюсь вообще нашим достижениям казахстанцев в последнее время. Это так красиво. И Потому в что много было... спорте, и в разных Да, сферах, да, да. музыка, спорт, кино. Не знаю, мне все нравится. Все, что происходит. Сейчас молодежь такая роскошная. Это очень красиво. То есть как будто бы вот эта самобытность, она находит форму, да, ну не то, что находит, она как будто обретает, и уже есть конкретные плоды, Да, как это именно, дерево именно, раскрывается. именно, да. Красиво. Енді қазақша сөйлесейік. Кішкене. Келістік, қазақша сөйлесейік. Иә, әр халықта ежелгі мәдениеттің мұрасы бар. Әрине. Мысалы, Қытайда ол идин деген кітабы бар. Книга перемен деп аталады. Ал түрік халықта ырық-бытық деген кітабы бар. Ол күні түкпірнама, ол болашаққа қарау үшін пайдаланады. Менің ойымша, мен білмеймін. Сол туралы әңгімелесейік. Осы карталар, ол сен осы жобасының авторы, сол туралы айтып жіберіңізші. Мен айтқандай, әке шешем филолог, мамам қазақ тілінің мұғалімі болған кезінде, қазір түріктанушы профессор. Барлық жұмыс жобаларын жасап жатқан кезде асханада үстелдің осында отырып жасайды. Біз тамақ беріп қояды бізге, өзінің кітаптары ашылып жатады, бүйтіп кішкене жинап қояды. Сол кезде өз оқып алғаннан айтқан бөліскен заттар болған. Сол сияқты мынау ырық-бітік туралы маған да айтып қойған. Бала кезімде, білмеймін, 14-15 жасымда шығар. Сол кезде қызықтанып ойланып көргем өзім, осындай кітап менде болса екен деп. Ол кезде интернетте жоқ қой. Интернет бар, жоқ бар өзі, өтірік айтамын. Ол кезде интернет бар. Бірақ оны былай бүйтіп ашып, бәрі не бар екен, қарап көріп, ондай мүмкіндік болған жоқ деген. Сосын бірде өсе келе өзім жұмысымды жасап жүрмін. Сосын Джулия Ғани деген кісінің степ-арт инстаграмдағы парақшасынан сол ырық-бітік туралы оқыдым. Менің ойымда бар еді ғой осы депші. Жарайды, ол да қалды. Қай заман. Сосын бір күні өзім қолдан бастадым. Уақытым бар кезде, проектілерді босап, кішкене жұмыстан қолым босаған кезде, анда сонда соған отырып суретін салайын дедім. Карта қылып шығарғым келді. Оны кітап болған тәкпірнама кітабы ғой. Мен Таро сияқты болсын, Идзин сияқты болсын деп бір нәрсе, бірақ оңай, қолдану оңай инструмент дейді ғой. Сондай қылып шығарғым келді. Сон бастаған пенсияда мүмкін сол кезде бітіретін шығарым қалсын деген сондай ойда болды. Ал деген қызығын өзің айтып берсеңші.
Карталар туралы? Иә, әрине. Ол Қалай шыққанын. қалай шыққан. Мен Midjourney тіркелдім. Сосын мен подписка на год төледім. Хотя хотел на месяц оплатить, оплатил годовую подписку. Вот. Содан кейін бірге окей, жасайық дедім. Рөгбітік туралы карталар, бейнелер бірге жасадық. Сол себепті содан кейін сен өзің Midjourney и жасанды интеллектпен сен өте тез 2 апта бойы бәрін жасап шықтың. Рас па? Иә. Ал мен психолог ретінде мен адамдармен жұмыс істеймін. Сол адамдармен жұмыс істегенде мен осы карталар пайдаланамын. Неге? Себебі ол өте ерекше тәсіл. Маған келетін қазақтар, олар ішінде конфликт сезінеді, самоидентификация туралы мәселелер бар. Ал әр адам ол өзінің өмірінде и тарихи бар, личный нарратив сияқты. Әр адам личный нарративта ішінде өмір сүреді, внутри этого нарратива. Бірақ есте сақтауымызда ұмытқан бейнелер бар, күш беретін сәттер бар. Ал осы сәттер біздің күшіміз бар, біздің күш жігер бар. Ол импринт сияқты жұмыс істейді. Айта келсе, бұл карталардың туылуы десек па, жасалуы өзі қызық болды. Мен бұл өзім үшін ғана жасайтын нәрсе болған. Мен іздеп көрдім. Еш жерде жоқ екен, кітаптарын оқып көрдім, бірақ карта жоқ екен. Сол кезде карта болады деп ойландым. Сіздің берген Midjourney'дің достығына кірдім, алайық деп бастадым барлығын. Сол 2 аптаның ішінде бәрі шықты. Әрине ол алғашқы Midjourney'лердің өзінің бір қателіктері болды. Оны кішкене фотошоппен жұмыс істейтін, оны өзім жасап қойдым. Бірақ оны бір адамдарға кәдімгі продукт ретінде сататын ондай ой болған жоқ. Ал мен өзіме біреусін жасап қояйын, өзім ойнайтын ойыншық болсын деген мәселемен жасадым. Болды. Басқа мақсат жоқ. Сосын анау жасалынып жатыр, бір әдемі бір продукт шығайын деп жатқанын өзім көріп тұрмын. Сізге көрсеттім барлығын. Әдемілеп, сосын тарихшылардың орысшасы, қазақшасын, ағылшыншасын барлығын қосып, кітап қылып жасап қойдық. Өзінен өзі бір жарылған нәрсе болды. Ал психологиялық тұрғыдан оны қолдану қалай екен деп мен түк ойлаған жоқпын. Сіздің психологияда кәдімгі қолданатын аспап болғаның керемет. Өте қуаныштымын. Бұл карталар өзінің жолын тапқаны, психологияда оны қолдануға болатынын, метафоралық карталар ретінде қолдануға болатынын туралы мен ойлағаным жоқ. Басқа мақсат. Иә, мақсаттың вот жоқ, айтады ғой, қалай? Эгоистический интерес өзіме ғана керек болды. Иә. Ал сіздің осы психологияда қолданғаныңыз туралы айтқан кезде мен өте қуандым оған. Өйткені мен ол туралы ойламаппын. Қатты ойланғаным жоқ. Әрине мен суреттерде қазаққа ұқсасын деп кішкене, бірақ қатты қытайлықтарға ұқсап кетпесін деп, тек қазақтар емес қой, осы көшпенділердің ұрпақтары.
башқұрт болсын, татар болсын, Иә. өзбек болсын, қырғыз болсын, бәрібір, моңғолдар болсын, ол бәрібір менің үшін бәрібір біз бір өңірдің адамдарымыз. Соларға келетін, бет әлпеттері келетін, сондай болсын деп жасалынған нәрсе. Ал психологиялық тұрғыдан осылай қазір қолданғану, адамдарға кішкене қуат беретін бір сурет, бейне болса, керемет нәрсе. Мен бұны оқыған кезде, қараған кезде, оның өзінің балашу сияқты, қалай методы, өзінің методы, тәсілі онша дұрыс емес па, я түсініксіз ба. Өйткені бұл кітаптың жазылуы өзі бірінші жазылу емес, ол қайтадан жазу болған, копирование. Өйткені ол ұйғырша жазылған, сосын көне ұйғырша жазылған, сосын кәдімгі қытайша жазылған кітаптың арасында блокнот сияқты ғой. Соның араларында шыққан нәрсе. Ол таза өзі бірақ кітап болған жоқ. Сосын қателіктер де бар, қайталатын нүктелер де бар. Ол кости дейді ғой, костима, таяқ сияқтыман тастап, 2, 3, 1 деген солардан комбинация жасап балашатын нәрсе. Гадание сияқты, я? Да. Бірақ менің ойымша, мен дизайнермін ғой, маған функционалды нәрсе керек. Оны қазір қалай жасайтыны қиындатпай, карта қылып шығарған дұрыс деп ойладым. Қазір функциональный мағынасы бар. И бар, оның барлығын қолданып, қазіргі современный мир әрине бәрін қолдану керек. Солай шыққан нәрсе. Ал психологиялық тұрғыдан сіздің қолдануыңыз керемет нәрсе. Қолдаймын, жасаңыздар, өздеріңіздің методтарыңызды, тәсілдеріңізді таба беріңіздер. Оның үстіне адамның өмірі ол көп бөлмелер сарайы секілді. Біз осы сарай тек кіреберісте өмір сүреміз, менің ойымша. Себебі біздің өмірімізде көп ұмытқан, көп жоғалтқан нәрселер бар. Бұл карталар арқылы біз кілт немесе көпір құрыла аламыз. Маған келетін қазақтар, олар өте ерекше тәжірибем маған берді. Неге? Себебі олар осы бейнелерге көріп, өзі сезініп, өте терең бата алады, немесе ерекше поле, ценностное поле қалыптастырып, содан кейін олар өзгеріс бастады. Дұрыс. Керемет. Қазақшаңыз керемет. Жалғастыра беріңіз. Сол мен зерттеуші ретінде сол карталармен жұмыс істеймін. Себебі мен қалай болады білмеймін деп сұрадым. Ал бір адам келіп, содан кейін екінші адам келіп, вау, сонда мен өте таң қалдым. Өзім өте ғажап эмоция оянды. Ішінде себебі мен олардың көзінде өте терең сезімдерді байқай аламын. Әрине. Көрсінеш? Ойнайын деп педіңіз? Ойнайын деп педіңіз? Я көрсеткіңіз келіп тұрмын. Я, сіз өзіңіз көрсетіңіз. Бұл кітаптың форматы өз осындай 13-те 8 сантиметр мынау жазылған. Осы кітаптың ішінде қалдырсам деп ойладым. Сосын карталардың да сыртынан
руникалық жазуларды жазыңыздар деп маған Зира Наурызбай кісі айтты. Оның заметкалар керемет, маған ұнады. Соны қосып қойдық. Сосын не десем болады? Қарапайым адам әдетте Өзіңнің балаңды мақтай беретін қиын нәрсе екен. Шын айтам, өте қиын нәрсе. Бірақ өзім бұның бастаған кезде қағазы қандай болады, сапасы туралы өзім дизайнер болған соң, сосын сыртындағы жазу қалай болады, жылтыратпай, бір әдемі қазаққа қоңыр сезім келтіретін деп осы кітаптың барлығын осылай жасап көрдік. Енді өздеріңіз бағалайсыздар, қарайсыздар. Солай қалай, білмеймін. Сіз қалай қарайсыз? Осы кітап немесе карталарды қандай құндылықтар бар, вот ценностный ряд адам үшін, қарапайым адам үшін, ол какие ценности может увидеть для себя в этом? Что он может для себя? Қалай адам үшін карталар көмектесе алады? Психологқа айтқан дұрыс шығар. Егер адам психолог болмаса, ол... Мен өзімнің ойымды айтып кетейін қазір. Мен Италияда оқып жүрген кезде барлығы өзінің мәдениетінен бір нәрсе туралы айту керек болатын, сөйтіп айтатындары көп. Сонда мен ұялып қалмайын деп ізденем ғой. Бірақ қазақтың тарихын жақсы білем, жетік білем. Мектепте жақсы оқыдым, өзімнің де тарихқа деген махаббатым үлкен. Бірақ сол кезде бәрі айтады ғой, например, француздар біз кутюр жасаған адамдармыз. Барлығы, моданың барлығы Франциядан шыққан деп айтады. Ол шын. Сонда мен қазіргі жаңа жетістіктеріміз жоқ екенін түсіндім. Сол кезде маған бір ауыр сезінді. Сол кезден бастап мен жарайды, болмаса болмай қойсын, өзіміз жасауымыз керек. Сол сияқты мен жиһаз жасап Италияға барып, соны көрмеде көрсеттім 2019 жылы Миланда. Көп сұраныс болды, бірақ оны тағы да қайталау керек болатын. Сосын ковид басталып кетті, ол жұмыс кішкене тоқтап тұр. Ал мына кітап тура сол сияқты, бізде жоқ десе, бар мінекей, бар. Сол сияқты. Мен бұның жақсы, күшті, андай керемет, қазақтың мәдениеті сондай, бұндай дегенді ұнатам. Бірақ кәдімгі физикалық предмет керек маған. Ұстап көретін, искеп көретін, қолданатын. Сол сияқтыдан шыққан нәрсе. Бірінші қадам сияқты, Иә. Сол бағытқа. Сен махаббатыңды сөзбен емес, ісіңмен көрсет деген сөз. Сол кішкентай ғана бір адамның осы карталар деп айтсақ болады. Өзіңіз как вклад сияқты. Иә, әрине. Адамның өзінің күшімен жасаған нәрселері, оның барлығы баспасөзбен, спонсорствомен шыққан нәрсе емес, оны ешкім білмейді. Өзінен өзі кішкентай адамдарды жасай алады. Мен сияқты ұнатқан нәрсесін бастап, аяғына дейін бітіріп, кәдімгі продукт қылып шығарған, мінекей, осылай жасауға болады деген айтқаным ғой. Қорықпаңыздар. Түкпір-түкпірінде, егер әр адам сондай жасаса, керемет нәтиже қол жетеді. Болады. Қолөнершілер де болады, неше түрлі аяқ киім жасайтын, бәрі болады. Жиһаз жасайтын, керемет қып үй салатын адамдар, басқаларға қараймай, өздері тапқан, өздерінің методтарын тапқан кісілер шығалады.
сол сияқты ғой. Сол осы карталар ол үлгі сияқты, иә? Сен үлгі сияқты ол процесс бәрін бастап бітіріп, үлгі, пример. Да, Я. Как пример для других, что можно так сделать. От начала до конца взять какую-то тему, ее отработать, и вот болды. Продукт-бар. Да, я просто рассказываю то, что это вот как бы моя была внутренняя боль. Я у меня нет этой... что у меня нет этого предмета. И я перестала ныть, что у нас этого в Казахстане нет, или там меня не устраивает качество, которое нам продают, там, на китайские предметы клеют там Қошқар Мүйіз, наш знаменитый узор, и вот оно все сразу стало Made in Казахстан. Но это же не так. И мне очень хотелось, чтобы это было Made in Казахстан полностью. И что это можно делать. Егер қарасақ, ол мына жерде Made in Казахстан бар, иә? Бар, жазылған. Керемет. Қазақстанда жазылған деген бар. Әрине Қытайға барып жасатсаң ол арзанырақ болатын да шығар. Бірақ білмеймін, біріншісі осы Қазақстанда шығу керек деген өз міндетім сияқты. Сол. Ал психологиялық тұрғыдан әрине бұл кішкентай нәрселер, осындай заттардың барлығы жинала берсе, қазақтың болмысы өзінің көп қиыншылықтан өткен халықтың күш қуатын жинайтын нәрселердің бірі деп ойлаймын. Әрине психология болсын, қазір неше түрлі андай трансформациондық ойындар бар психологиялық. Олар да жақсы қолданылады. Басқаларын жасасын, ол да керемет. Бірақ мен дизайнермін. Мен бір нәрсені ойлап тапсам, маған соны физикалық түрде шығарып қою керек. Сол кезде сен жұмысын бітірді. Сол жұмысын бітті менің. Оны қалай қолданасыздар, өздеріңіз білесіздер. Разделение труда секілді. Иә, сондай. Күшті. А если люди захотят приобрести эти карты, они могут обратиться напрямую к тебе, да? И к тебе тоже. И ко мне тоже, да? Да. То есть... Пока наш сайт не работает, то да. В ближайшее время сайт заработает, и это будет возможно сделать напрямую через него. Да. Күшті. Енді басқа тақырыпқа жүрейік. Тіл туралы сөйлесек. Сенің бірінші ана тілі ол қазақ тілі, дұрыс па? Тілім қазақша шықты. Қазақша. Сол сен на казахском думаешь или на русском думаешь? Вот очень интересно для меня, как для психолога, помимо того момента, как человек переключается с одного языка на другой, как внутри тебя это, в каких режимах это работает, как ты переходишь в мыслях с одного языка на другой, если ты замечаешь это, или это происходит в автоматическом режиме? Сказать, что это полностью в автоматическом режиме, нет. Я думаю, что это от того, какое ты влияние хочешь сделать, наверное. И от контекста зависит. Когда ты на работе, удобнее говорить на русском, потому что терминология легче воспринимается на русском. На домашних посиделках, конечно, в семье дома мы говорим только на казахском языке, но мало слов на русском. Информацию мы сейчас поглощаем только на английском, можно сказать. Но самая весомая информация у нас на английском. Сказать, как это все переключается автоматом, я не могу. Но то, что казахские тексты, особенно песни, они очень глубоко заходят. Это вот глубже так не может быть. Вот ни на русском, ни на английском, ни на итальянском. Текст, я могу восхититься красотой слога, поэзии. Но вот так глубоко и плотно вот оно садится только на казахском. Эмоционально задевает струны души, да? Струны души задевает, и оно там остается ритмовать, понимаешь, продолжает. Да. И оно как бы надолго насыщает. Музыка, поэзия, да, песни. А можно ли сказать, что казахский язык для тебя, вот когда ты на нем говоришь или думаешь, это какой-то более глубинный уровень, чем, то есть не просто функционально, да, для каких-то повседневных дел, а это именно какой-то язык
понимание себя, погружение в какие-то глубинные процессы, глубинные эмоции? Или это не только так, но и еще много как? И если сказать, что вот прям осознанно, нет, не могу так сказать. Потому что русский язык, а, ну, его точно не меньше, чем казахского во мне. Вот Мгм. если по ценностям смотреть. Что бывают моменты, когда я мыслю на русском. Бывают моменты, я мыслю конкретно на казахском. И я не могу объяснить, почему это происходит. И Мгм. бывает, что когда ты вот за рубежом находишься, ты начинаешь мыслить на английском. Потому что ты должен работать, ну, заниматься, что-то писать, и у тебя это автоматом происходит. М, Это даже нельзя назвать какими-то режимами, да, это просто как а, Он привычка, да, включается, просто да, да, привычка. да, Так. да. Мгм. Мне интересно, почему я спрашиваю, потому что у меня русский язык родной, да, и у меня все остальные языки, они как бы приобретенные, да, то есть выученные уже там в сознательном или там в детстве, это не так важно, но в том плане, что когда я переехал в Казахстан, я заметил вот эту интересную особенность, что очень многие казахи, которые выросли здесь, они росли в двуязычной среде уже с детства, билингу, да, как бы по умолчанию. То есть, да, окей, казахский родной, да, нателя, то есть дома на казахском, но все равно среда вокруг повседневная, она у многих людей была перемешана. И из-за этого я думаю, а как у человека тогда формируется, ну, на каком языке формируется его там самоидентичность, да, вот самоидентификация, потому что понятно, что не только язык, но это важный фактор. И когда у тебя все время есть два языка, просто опционально ты их можешь выбирать с очень раннего возраста. Как это Если, работает для если меня? я думаю, значит, я существую, да, или вот это вот. И такие Да, тут может быть глубокие. даже не только думаю и не столько думаю, сколько вот этот момент, что, например, вот любое понятие любого окружающего мира, понятие, даже не понятие, явление, предметы. Трава, речка, камень, вода, автобус, что угодно другое. Когда ты это на родном языке говоришь, у тебя сразу всплывает целый ряд коннотаций и огромное количество эмоциональных воспоминаний, переживаний, каких-то вот маленьких вот так ренксях, да, вот оттенки, да, вот такие прям, а, Или которые кардинально отличающихся. да, то есть, например, говоришь water — это одно, су — это другое, да, там вода — это третье, это разные вещи. И когда у тебя с детства как будто бы к одному и тому же предмету или явлению есть сразу два ключа, там, араша, казакша, да, тогда интересно, как это у человека формируется, да, то есть, а, ну, я сейчас спрашиваю, потому что просто не знаю этого, да, как это происходит, как это в такой среде. Поэтому, может быть, ты как-то замечала или задумывалась о таких вещах. И можешь ли ты сказать, я вот так чуть-чуть еще дополню свой вопрос, что действительно вот то, как я объяснил по поводу эмоционального контекста каждого явления, слова, у тебя это есть, что, например, вот на русском, на казахском прям сильно разные эмоциональные слои, пласты, какие-то смыслы. Да, И бывают конфликты внутренние, да, бывают. мгм, Например, какие-то моменты, как вот, например, кара на казахском, это не все, это бывает очень хорошо, да, по смыслу. А черный как бы так себе бывает. Кара сөздер, черные слова. Ну, мгм, мгм. и много Қоңыр такого. салқын, да? Да, коңыр салқын. Как может человек, вот русский понять, что такое коңыр салқын? Да, А коричневый. вот я Ну да. понимаю, как, Мгм. что, как это коңыр салқын. Ну, Коңыр салқын. да. Да, я не могу это объяснить. Но у меня больше формируется, что человек, который владеет двумя и более языками, он умеет смотреть на мир с разных сторон. У него получается больше перспектив вообще точки зрения, угла зрения. Мгм. Это, конечно, мое личное мнение. Просто у человека, у которого много точек зрения, много углов зрения на одно и то же явление, ну, он становится более мудрым.
Жақсы. В завершении хочу спросить тебя. У нас такой очень интересный разговор, который хочется продолжать и продолжать. Как ты видишь свою, не знаю, философию будущего творчества? Ты занимаешься творчеством, искусством, да? Вот есть у тебя какая-то мечта, видение того, как это хотелось бы, чтобы было? Да я продолжу. Я хочу делать также мебель свою, да, на базе кочевой культуры, но более современную и в моем видении дизайнерскую. Я бы хотела, чтобы это вышло в массы, чтобы люди это покупали и пользовались этим. И оно было не только классным, потому что оно казахское, а суперфункциональным, как оно нужно. Я думаю, что я буду также изучать и дальше историю, и буду находить какие-то моменты и скульптурой вместе связанные. И я буду также заходить в эти провокации, когда я буду делать скульптуру там с 3 рогами, и у людей как бы вызывать странные эмоции. Это часть моей культуры, которую я изучаю через свое творчество. И я не знаю, куда она пойдет. Но то, что я туда буду двигаться, это я пойду. Железобетонно. То есть творчество как способ познания, да, получается? Конечно, Способ познания. это всегда способ познания. Хорошо или плохо, это не важно. Главное путь. Как у самурая, да? Обязательно. Көп рахмет сізге. Келгеніңізге көп рахмет. Мен өте қуандым. Себебі біздің әңгімеміз ол өте терең, менің ойымша терең болды. Тағы да мен өзім көп жаңа ақпарат немесе жаңа точка зрения алып, содан кейін мен өзім буду думать. Рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Сұрақтарыңыз үшін рахмет. Ішімдегі көп нәрселерді қозғап қойдыңыз. Жалғастыра беріңіз. Қазақстанды осылай зерттеп, қарап, психологиялық тұрғыдан, мәдени тұрғыдан жолыңыз болсын. Жақсы. Рахмет. Сау бол. Сау болыңыз.